Благотворительный фонд «Харасхал» начал реализацию инновационного социального проекта «Спорт без границ», цель которого – создание технологий социализации детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья через внедрение и развитие адаптивной физической культуры в условиях семейного воспитания. Проект реализуется на территории Якутии, и в его организации участвуют 5 образовательных учреждений: Институт новых технологий Республики Саха-Якутия, Федерация настольных спортивных игр России, Федерация по адаптивным видам спорта Якутии и благотворительный фонд «Харасхал». В рамках проекта «Спорт без границ» пройдет обучение специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья по адаптивным и настольным видам спорта. В районах Якутии будут проведены парафестивали, спортивные занятия с детьми и их родителями и организован летний лагерь. В июне состоялся установочный семинар для руководителей и специалистов организации соисполнителей программы «Спорт без границ». Участники прошли обучение у ведущих экспертов по психологии, адаптивному спорту и настольным спортивным играм. В ходе семинара участники рассмотрели особенности организации адаптивной физической культуры и обсудили актуальные вопросы о развитии инклюзии в школах. На практической части семинара специалисты практиковались, играли в адаптивные виды спорта, такие как боча, голбол, керлинг, шаффлборд, новус и многие другие. Ведущими экспертами семинара стали представители Федерации настольных спортивных игр России. Эти игры некоторым людям даст первую веру в себе, потому что не все люди могут играть в футбол, не все люди могут играть в баскетбол или поднимать штангу. Эти игры для какой-то определенной категории людей. Я думаю, что эти игры дадут веру в себе, а эта вера уже поможет им обрести дружбу людей, найти свое место в обществе. Для этого нужен нам спорт, и спорт с такими играми, которые мы сегодня показали, настольными спортивными играми. В рамках реализации проекта закуплено 6 комплектов адаптивных настольных спортивных игр. Адаптивные настольные спортивные игры являются прекрасным инструментом для реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья через досуговые и спортивные мероприятия. Количество людей, пришедших на семинар, показывает востребованность настольных спортивных игр. Задавались вопросы, на которые нам было несложно отвечать, но для людей это была очень важная информация. Это и правила игр по играм, это и происхождение игр, этикет, это и культура игр. Настольные спортивные игры очень популярны и во многих странах используются как способ социокультурной и физической реабилитации людей с инвалидностью. Ими могут заниматься люди с разными нарушениями. Эксперты подробно рассказали, как развивались настольные спортивные игры в России и провели практическое занятие. Мои впечатления, настольными, как любитель, как пропагандист национальных подвижных игр, якутских игр, мне что-то новое сегодня раскрыли глаза, это настольные игры. Мне очень понравились игры, особенно метательные игры, и координационные игры, похожи каким-то способом на моих игр, можно сказать. У меня тоже координационные игры есть, у них тоже есть, оказывается, есть координационные игры. И не требуют таких физических нагрузок. Могут играть дети-инвалиды, в равных здоровыми детьми. Это есть инклюзия, инклюзивное образование, как раз это и есть настольные игры. Мне кажется, республики эти игры, если дальше будем развивать, но я, слава богу, сегодня получил судьи второй категории. Я думаю, будем развивать и будем устраивать соревнования между школами, в городе, республике даже можем проводить. Поэтому я думаю, будущее этих игр, и будем искать еще новые игры. По плану занятия и мероприятия проекта «Спорт без границ» будут проходить в Чурапчинском, Вилюйском, Намском и Усть-Алданском районах, а также в городе Якутске. В Якутске к проекту присоединились общеобразовательная школа номер 18 и специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат номер 34. Проект «Спорт без границ» будет реализовываться в Якутии в течение 2 лет.